В прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Матлиба Раджабова. Здравствуйте. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, направил поздравительную телеграмму президенту Республики Молдова, уважаемой Майе Санду, в которой говорится: «Ваше превосходительство, искренне поздравляю вас по случаю переизбрания на должность президента Республики Молдова. Желаю вам доброго здоровья и счастья, а дружественному народу Молдовы устойчивого мира, стабильности, прогресса и процветания. За годы независимости нашей страны, освоиваясь на принципы дружбы, взаимопонимания и взаимного уважения, построили и продвигают отношения конструктивного сотрудничества в различных сферах, представляющие взаимный интерес. Уверен, что обе стороны, опираясь на эти добрые традиции, и впредь будут прилагать необходимые усилия по развитию и расширению своих межгосударственных отношений. Выражаю нашу готовность к совместным шагам в этом направлении». Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, направил поздравительную телеграмму новоизбранному президенту Соединенных Штатов Америки, уважаемому Дональду Джону Трампу, в которой говорится: «Ваше превосходительство, имею честь направить вам свои искренние поздравления по случаю победы на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Мы с оптимизмом смотрим на будущее отношения дружбы и многоаспектного партнерства с Соединенными Штатами Америки. Их последовательное развитие и расширение во всех сферах взаимных интересов является одной из важнейших направлений внешней политики нашего государства. Всегда готовы к продолжению плодотворного межгосударственного диалога наших стран на различных уровнях во имя продвижения взаимовыгодного сотрудничества. Пользуясь этой благоприятной возможностью, желаю вам здоровья, счастья и новых успехов в вашей ответственной деятельности, а дружественному народу Соединенных Штатов Америки устойчивого мира, стабильности и продолжительного процветания». Сегодня рабочая поездка президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в города и районы Хатлунской области началась с Яванского района. Вначале глава государства в сельском джамуате Дахана Яванского района сдал в эксплуатацию предприятие по производству Армстронга. 7 ноября рабочая поездка президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в города и районы Хатлунской области началась с Яванского района. Вначале глава государства в сельском джамуате Дахана Яванского района сдал в эксплуатацию предприятие по производству Армстронга. Новый промышленный объект на основе компании Хуачиан Гаюр Индастриал построен отечественным предпринимателем Акбаром Асадуло. Главным направлением деятельности предприятия является производство Армстронга. Спрос на этот вид строительных материалов очень высок внутри страны. Главным направлением деятельности предприятия является производство Армстронга. Спрос на этот вид строительных материалов очень высок внутри страны и за ее пределами. В ходе ознакомления с деятельностью предприятия лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, проинформировали, что технологические линии доставлены из широко известных мировых компаний, а проектная мощность предприятия в год составляет 9 миллионов штук Армстронга. В соответствии с исследованием внутреннего рынка спрос на Армстронг составляет 3 миллиона штук, а остальная часть по договорам экспортируется. С началом деятельности нового промышленного предприятия 30 местных жителей обеспечены рабочими местами и хорошей заработной платой. Продукция предприятия является импортозамещающей, в целом изготавливается 150 форм в современном дизайне. Также имеется возможность изготавливать продукцию в соответствии с заказом
заказам клиентов и выбором ими дизайна. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, создание таких предприятий назвал устойчивым шагом на пути достижения 4-й национальной цели – ускоренной индустриализации страны, а также подчеркнул, что осуществление подобных мер будет способствовать развитию экономики, созданию новых рабочих мест, повышению экспортного потенциала страны и ее конкурентоспособности. Также здесь президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, посетил выставку продукции предприятия и поручил ответственным лицам уделять больше внимания качеству продукции. Следует отметить, что филиалы компании «Гаюр Гурух» при постоянной поддержке главы государства частного сектора в текущем году построили 5 производственных предприятий, на которых 600 человек обеспечены рабочими местами и хорошей заработной платой. В продолжении рабочей поездки президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Иванском районе Хатлонской области сдал в эксплуатацию предприятие по производству гипсокартона компании «Файзи Ганж». 7 ноября в продолжение рабочей поездки президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Иванском районе Хатлонской области сдал в эксплуатацию предприятие по производству гипсокартона компании «Файзи Ганж». Предприятие по производству гипсокартона было построено местным предпринимателем Файзализода Шерали в течение более года на основе указаний и поручений лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в рамках плана созидательных мероприятий в честь 35-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан. В ходе ознакомления с производственным процессом глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, был проинформирован, что деятельность нового промышленного предприятия налажена в 3 смены. В основном налажено производство гипсокартона и строительных материалов. В новом цехе имеется возможность производить более 500 тысяч квадратных метров гипсокартона в год, и в ближайшее время планируется довести объем производства до 1 миллиона квадратных метров. На предприятии 45 местных жителей обеспечены работой и достойной заработной платой. На строительство и оснащение новых промышленных мощностей было израсходовано более 24 миллионов сомани. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал инициативу местного предпринимателя достойной поддержки. Было поручено уделять особое внимание объему, качеству и конкурентоспособности продукции, производить продукцию в соответствии с требованиями рынка, соблюдать квоты экспорта товаров за рубеж. Производственное предприятие в промышленной зоне Иванского района создано на основе реализации целей ускоренной индустриализации страны и годов развития промышленности в Таджикистане на 2021-2026 годы. Гипсокартон различных размеров и габаритов производится на современном оборудовании и современных технологических линиях. Технологические линии, установленные на предприятии, считаются новейшими, на них производится продукция в соответствии с международными стандартами. Основным видом деятельности предприятия считается переработка местного сырья до конечной стадии. Лаборатория предприятия оснащена современным оборудованием, в которой высококлассные специалисты тщательно проверяют качество продукции, а затем представляют ее для использования в производстве. Следует отметить, что 70% продукции предприятия производится из местного сырья с использованием действующих месторождений в окрестностях района с отличным качеством и является импортозамещающим. Предприятие производит 2 вида гипсокартона шириной 1 метр 20 сантиметров и длиной 2 метра 50 сантиметров для стен и крыш. Этот вид продукции используется для межкомнатных стен и отделки потолков различных конструкций. На последующих этапах на том же предприятии планируется наладить производство влагостойкого и термостойкого гипсокартона. Компания «Файзи Ганж» является одним из важных производственных предприятий Иванского района и действует с 2014 года. За этот период предприятие наладило производство 27 наименований строительной продукции и завоевало свою нишу на рынке. В настоящее время на этом предприятии широко налажено производство наружных и внутренних черепиц для кровли и наружной отделки зданий и сооружений, для штукатурных работ, водостойких и влагостойких клеев, для внутренних и наружных строительных плит, моющихся и влагостойких эмульсионных красок, профилей и другой продукции. Предприятие расположено на площади 2,7 гектаров, из которых более 1,5 гектара составляют сады фруктовых деревьев. В целом территория предприятия озеленена с учетом его промышленного назначения, что способствует улучшению экологической ситуации. Кроме того, компания «Файзи Ганж» в следовании созидательным инициативам высшего политического руководства страны вносит свой вклад в реализацию созидательных инициатив по достойной встрече великого национального праздника
35-летия государственной независимости Республики Таджикистан в Яванском районе. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе ознакомления с деятельностью предприятия поблагодарил отечественного предпринимателя за вклад в процесс индустриализации страны и поручил обратить внимание на вопросы подготовки и переподготовки специалистов за рубежом, активизировать конструктивные и социальные инициативы. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе своей рабочей поездки в промышленной зоне сельского джамуата Дахана Яванского района сдал в эксплуатацию предприятие по выпуску грузоподъемных механизмов компании машиностроительная компания «Дебанк Таджикистан». Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе своей рабочей поездки в промышленной зоне сельского джамуата Дахана Яванского района сдал в эксплуатацию предприятие по выпуску грузоподъемных механизмов компании машиностроительная компания «Дебанк Таджикистан». Новое промышленное предприятие по мощности и форме деятельности является уникальным в Центральной Азии. Менее чем за 5 месяцев на сумму 12 миллионов самани создано с привлечением внутреннего капитала и средств партнеров по развитию. Со сдачей в эксплуатацию нового производственного предприятия по выпуску грузоподъемных механизмов компании машиностроительная компания «Дебанк Таджикистан» 30 человек обеспечены постоянными рабочими местами. Новое производственное предприятие является одним из юбилейных объектов в честь 35-летия государственной независимости и в рамках 4-й стратегической цели ускоренной индустриализации оснащено новейшими мировыми технологиями. Главу государства, уважаемого Эмомали Рахмона, проинформировали о том, что производственная мощность предприятия в год составляет 80 мощных грузоподъемных кранов, а в случае увеличения заказов покупателей объем производства может расти. Продукция предприятия является импортозамещающей, также предназначена для экспорта. Каждая деталь производимых на новом предприятии грузоподъемных механизмов монтируется после тщательной проверки специалистов сферы. Грузоподъемная мощность составляет от 4 до 12 тонн. Грузоподъемные краны предприятия также могут управляться дистанционно, что многократно облегчает работу строителей. После сдачи в эксплуатацию предприятия стоимость грузоподъемных кранов на рынке должна снизиться до 30%, потому что подобные механизмы до сегодняшнего времени импортировались из других стран. До настоящего времени ежегодно из-за рубежа импортировались краны в среднем на сумму до 9 миллионов американских долларов, поэтому выпускаемые этим предприятием краны будут не только импортозамещающими, но еще и экспортироваться. Было отмечено, что новое предприятие было построено на месте старого и непригодного здания, а теперь это место превратилось в благоустроенный и красивый уголок. Общая площадь нового предприятия составляет около 4000 квадратных метров. В его окрестностях провели благоустройство и озеленение. У входа на предприятие установлен образец одного из грузоподъемных кранов, что свидетельствует о производственной мощности предприятия и высоком качестве выпускаемых механизмов. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, после ознакомления с производственной деятельностью и монтажом мощных грузоподъемных кранов назвал инициативу ответственных лиц по строительству такого предприятия важной в рамках созидательной политики высшего руководства страны, дал указания и советы для дальнейшей плодотворной деятельности работников нового предприятия. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию автодорогу Бухтар-Ливакан-Дангара. 7 ноября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию автодорогу Бухтар-Ливакан-Дангара. Дорога построена в рамках целей по приведению условий обслуживания в соответствии с международными требованиями в 3 этапа. Ее общая протяженность составляет 68,8 километров. Участок дороги Бухтар-Ливакан состоит из 6 полос движения, а остальные из 2. Всего на трассе построено 5 автомобильных мостов и 2 круговые дороги. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что строительство дороги способствует формированию транспортных коридоров, устойчивому экономическому развитию и дальнейшему повышению уровня жизни населения.
строительство транспортных станций, установка светофоров, пешеходных переходов, посадка декоративных и тенистых деревьев, озеленение обеспечили красоту дороги. На участках дороги установлены светофоры в соответствии с международными требованиями. В ночное время, наряду с обеспечением освещения и красоты, это означает спокойствие и безопасность людей. Сборка железобетонных понтонов, дренажных труб, каменных плит по обе стороны дороги и защитных ограждений обеспечивает безопасное движение транспортных средств. На горном участке Таджикистана за счет работ по выравниванию ландшафта улучшилась возможность движения транспортных средств. По поручению главы государства в рамках этого же проекта будут обновлены 3 километра внутренних дорог Ливаканта. Дорога Бохтар-Ливакан-Дангара имеет большое социально-экономическое значение и закладывает основу для увеличения объема и качества грузоперевозок и пассажирских перевозок. Строительство этих и других дорог международного значения в годы государственной независимости позволили использовать территорию Таджикистана в качестве транзита для государств региона. Следует напомнить, что строительные работы на первом этапе автодороги Бохтар-Ливакан-Дангара с участием президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, начались в октябре 2021 года. Своевременное выполнение поручения главы государства позволило завершить строительство дороги в установленные сроки в соответствии с проектными требованиями. В завершение глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, обратил внимание соответствующих ответственных лиц отрасли, рабочих и специалистов на надлежащий уход за дорогой, чтобы она прослужила долгие годы для грузовых и пассажирских перевозок. Также президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с проектом строительства автомобильных дорог Дангара-Гулистон и Гулистон-Фархор, дал старт строительным работам. Участок Дангара-Гулистон дороги международного значения Душанбе-Куляб-Харок, граница с Китаем, составит около 50 километров и будет состоять из 4 полос движения в населенных пунктах. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что Таджикистан посредством строительства современных дорог достигнет одной из главных стратегических целей – превращения в транзитную страну. В соответствии с международными требованиями дорожного строительства на участке Дангара-Гулистон, международной дороги Душанбе-Харок запланированы дом матери и ребенка, транспортные станции, надземные и подземные переходы, тротуары и другая транспортная инфраструктура. Общая протяженность участка Гулистон-Фархор составляет 29,6 километров и будет построен с привлечением иностранных инвестиций и вклада правительства Республики Таджикистан. Первый этап дороги Гулистон-Фархор Пянж-Дусти является важным компонентом международной автомагистрали и создает условия для доступа к мировым портам через зарубежные маршруты. Строительство участков Дангара-Гулистон и Гулистон-Фархор в рамках реализации государственной целевой программы развития транспортного комплекса Республики Таджикистан до 2025 года имеет важное значение для формирования транспортных коридоров и превращения Таджикистана в транзитное государство. Согласно контракту, строительные работы на первом этапе реконструкции автодороги Гулистон-Фархор Пянж-Дусти, то есть до Фархора, должны быть завершены к сентябрю 2027 года. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил ответственным лицам качественно завершить строительство в установленные сроки и создать благоприятные условия в соответствии с международными требованиями. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценил роль этой дороги в развитии грузовых и пассажирских перевозок, приграничной торговли и туризма. В этот же день президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, подарил исполнительному органу государственной власти Ливаканта 6 единиц новой техники по обслуживанию дорог. 7 ноября в ходе рабочей поездки в Хатлонскую область президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Ливаканте, сняв завесу с мемориальной доски, сдал в эксплуатацию промышленно-технологический инновационный парк. 7 ноября в ходе рабочей поездки в Хатлонскую область президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Ливаканте, сняв завесу с мемориальной доски, сдал в эксплуатацию промышленно-технологический инновационный парк.
Промышленно-технологический инновационный парк Леваканта, охватывающий 6 производственных предприятий, был создан в рамках указаний и поручений президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в направлении ускоренной индустриализации страны, реализации планов и программ развития промышленности по инициативе патриотически настроенного предпринимателя Холмахмада Чилазода в сотрудничестве с китайскими специалистами. Общая площадь промышленно-технологического инновационного парка Леваканта составляет 1,8 гектара. В нем расположены предприятия по переработке стекла, цеха по производству макаронных изделий, моющих средств, рукавиц, строительных красок, мебели, а также административные и хозяйственные здания. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон в ходе своей рабочей поездки в города и районы Хатлонской области прибыл в район Кушоньон. Здесь глава государства сдал в эксплуатацию предприятие «Вахш Сануат» по производству двухколесных и трехколесных мотоциклов. 7 ноября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе своей рабочей поездки в города и районы Хатлонской области прибыл в район Кушоньон. В начале снятием покрывала с символической доски глава государства сдал в эксплуатацию предприятие «Вахш Сануат» по производству двухколесных и трехколесных мотоциклов. Предприятие построено в рамках объявления 2022-2026 годов годами развития промышленности. Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, проинформировали, что предприятие по выпуску электрических транспортных средств расположено на площади 15 325 квадратных метров. Производственное предприятие состоит из цеха по производству железных деталей транспортных средств, участка формирования металлических изделий, участка по сварке, цеха по окраске железных частей, участка по окраске и сушке крупномасштабных и мелких металлических деталей, а также цеха по окончательной сборке транспортных средств. Здесь главе государства, уважаемому Эмомали Рахмону, представили образцы производимой продукции. На предприятии налажено производство более 30 видов транспортных средств, в том числе 5 видов мотоциклов, 6 видов мотороллеров, 15 видов двухколесных и 5 типов трехколесных скутеров. Производственная мощность предприятия с учетом спроса внутреннего рынка в месяц составляет до 800 штук транспортных средств, а в год – 9800. Современные технологии позволяют с высоким качеством выпускать транспортные средства, в том числе и для экспорта. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал конкретные указания и поручения ответственным лицам сферы по развитию машиностроительной промышленности в районе и в целом по выпуску импортозамещающей продукции, увеличению производственной мощности, а также еще большему увеличению новых промышленных предприятий. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон в поселке Бустон-Кала района Кушоньон Хатлонской области сдал в эксплуатацию Центр диагностики, лечения и реабилитации нервных заболеваний. 7 ноября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон в поселке Бустон-Кала района Кушоньон Хатлонской области сдал в эксплуатацию Центр диагностики, лечения и реабилитации нервных заболеваний. Центр диагностики и лечения Авиценна был построен в рамках мер по благоустройству и созиданию в честь празднования 35-летия государственной независимости местным предпринимателем Расулджоном Ашуровым. В нем созданы современные условия для диагностики и лечения населения района. Как был проинформирован лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, строительные работы на этом объекте сферы здравоохранения, состоящем из 3 этажей и подвала, начаты в 2021 году. Сооружение построено по современному архитектурному проекту. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон в продолжение своей рабочей поездки в поселке Исмоили-Сомони района Кушоньон сдал в эксплуатацию здание дошкольного учреждения.
Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в продолжении своей рабочей поездки в поселке Исмоили-Сомони района Кушоньон сдал в эксплуатацию здание дошкольного учреждения. Здание построено с красивым современным дизайном и состоит из 2 этажей и 8 учебных комнат для детей. Наряду с этим в главном здании размещаются кабинеты культуры, медицинской сестры, компьютерный класс, столовая и другие вспомогательные помещения, рассчитанные на 150 детей. Общая площадь учебного заведения составляет 4500 квадратных метров. В другой части учреждения построена спортивная площадка для детских игр и бассейн. Объект сферы образования на сумму более 14 миллионов сомони построен с высоким качеством. В сооружении имеется котельная, которая обеспечивает здание теплом в холодное время. В ходе посещения глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценил строительные работы, дал конкретные указания и поручения учителям по воспитанию будущего поколения нации в духе патриотизма и национального самосознания. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.